Добрый день. Хотелось бы рассказать немного о нововведениях в законодательстве 2016 года. Пожалуй, мы начнем с изменений по поводу законодательства жилищного. В первую очередь хотелось бы отметить о том, что достаточно долгое время подготавливался законопроект по поводу освобождения от выплат по капитальному ремонту среди пенсионеров, достигших возраста 70 и 80 лет, одиноко проживающих. Однако на сегодняшний момент мы хотим сказать по поводу именно нашего региона, поскольку законодатель определил такую инициативу считать региональной, то на уровне Республики Саха-Якутия в настоящее время не принято каких-либо норм, регулирующих данную социальную поддержку по поводу пенсионеров. Хотелось бы отметить, что если будет принята на региональном уровне такая норма, естественно, что все пенсионеры об этом узнают, но она должна быть принята в любом случае в рамках субсидирования, то есть изначально пенсионеры все-таки будут оплачивать капитальный ремонт, в дальнейшем по поводу перерасчета они будут получать каким-то образом эти денежные средства в рамках перечислений. Все мы знаем, что буквально уже несколько лет поднимается вопрос об изменении тарификации оплаты водоснабжения, а именно путем установления водосчетчиков в помещениях. Поэтому с 1 января в средствах массовой информации появились сведения о том, что необходимо установить эти водосчетчики в кратчайшие сроки, поскольку будет установлена пеня для граждан, которые не установили до сих пор эти приборы, точнее не пеня, а несколькократный размер оплаты водоснабжения. В 3-кратном размере и в 5-кратном размере даже с лета 2016 года. Однако я прошу наших граждан Республики Саха-Якутия не переживать по данному поводу и действовать спокойно. Счетчики все равно нужно будет установить в ближайшее время, однако нашей республикой не принята неустойка, вот эта тарификация, объем выплаты по водоснабжению, который превышает норму тарификации. Уважаемые зрители, будьте внимательны, следите за новшествами в законодательстве, и тогда вы будете в курсе всех событий.